Итак, дорогие друзья, это проект «Испытано на себе», телеканал «Якутия-24». И мы в очередной раз собираемся нашей любимой компанией поехать на природу. А собираемся мы именно посмотреть на зимний Булус и далее посетить горнолыжку. Ну а за день до выезда мы занимаемся сейчас подготовительными работами. Поедем вот на этом замечательном автомобиле, поедем именно большой компанией. Поэтому вот с вечера созвонились и решили, скажем так, все посмотреть, уложить все вещи, ну и, естественно, поставить третий ряд сидений. Самое главное – это взять с собой, ну так как мы едем на горнолыжку, взять с собой снаряжение, на котором мы будем кататься. Вот в моем случае это доска, ну, с креплениями, и вот такие вот ботинки. Это специальные ботинки для сноуборда. Ну а остальное, видимо, Петр уже положил в машину. Ведь ты уже укладываешь, да? Пытаюсь положить. Да, ну надо правильно, так чтобы он не сильно портил нам обивку. Хотя автомобиль у нас такой, рабочий. Но не хотелось бы его добивать. Третий ряд сидений мы установили. Здесь будем картон пролаживать. Тут два борда стоят, ботиночки тут сложим. Ну, главное не забыть там домкрат с баллонником и запасное колесо поставить. А третий можно под сиденье, да, наверное, положить? Третий, ну сейчас еще сюда вот так положим. По-моему, спокойно тут можно этажерку поставить. Крепление багажника не ставим в этот раз. Хотя у нас это уже имеется. Поэтому налегке пойдем без багажника. И ватрушку с собой взяли. Ватрушку маленькую взяли. Еще одна есть, кстати, надо еще одну надуть там. Так, мне дали тут самую ответственную работу. Готовлю инвентарь детский. Вот эта штука выглядит очень просто. Тут внутри камера. Мы сейчас будем надувать камеру. А, вот делать это мы будем специальным пистолетом. Главное не переборщить с давлением. Петя, а вон тут ты сколько там накачиваешь? Да? Еще чуть-чуть, давай. Пойдет. О, ватрушка готова. Дети будут счастливы. Мы уже практически все завершили. Сейчас вот осталось немножко протереть машину. Ну и все. Дальше идем спать. Рано утром встаем и едем. Испытано на себе. Итак, наступило утро прекрасного субботнего дня, и мы наконец-таки в полном ожидании собрались ехать на Булус. И едем мы сейчас вот на этом нашем собранном автомобиле. Ну вот мы в полном сборе наконец-таки выехали уже в сторону Булуса. Моя любимая была. Да, у нас тут происходят великие баталии. Солнечные блики на голубом, кристально чистом льде автозимника очень сильно поднимают туристическое настроение. В целом наш маршрут составит порядка 230 километров. Поедем на нашем автобусе по федеральной трассе в сторону Южной Якутии. Посетим такие местности, как Кюрюлюр и Булус, и посмотрим их в весеннем, возможно, замороженном виде. Для нас это тоже впервые. Далее снова по автозимнику вернемся на левый берег Лены, в долину Эркяни, где проведем вторую часть нашего тура выходного дня. Остановились в Бястяхе. Здесь будем закупаться продуктами, так как здесь немножко дешевле, чем в городе Якутске. Ну, естественно, будем здесь заправляться топливом, так как заправка здесь также немножко дешевле. Ну и потом нашу печку выдувает, ну, то есть радиатор печки очень быстро охлаждается, и поэтому нам придется что-то придумать, то есть поставить картонку, каким-то образом, в общем говоря, утеплить. Сейчас мы этим делом займемся, чтобы у нас было чуть-чуть теплее в самом салоне. Вот зашли в магазин, попросили у работников магазина какую-нибудь картонку, чтобы радиатор закрыть. Сказали, сейчас посмотрят. Ну, пока ждем. О,
несут нам картонку. Спасибо большое. Огромное спасибо. Ну вот нам в магазине, в общем говоря, дали вот такие вот картонки. Будем сейчас пробовать их устанавливать. Вообще, конечно, это все дело делается зимой, заранее, но так как у нас наш микроавтобус был заморожен, и только-только, грубо говоря, в марте месяце, вот перед поездкой, мы его разморозили, подготовили, утеплять ничем не утепляли. Но вот, оказывается, еще все-таки немножко прохладноватенько, чтобы ездить по трассе. По городу ничего страшного, а вот по трассе, да, в салоне становится прохладно. Ну, сейчас будем утеплять. Петь, ну что, получится установить? Конечно. Петр Михайлович у нас автомеханик от Бога. Сейчас мы быстренько. Слушай, а вообще по России так делают, да? Закрывают, наверное, тоже? Да, конечно, закрывают. Ну, у нас вот, допустим, особенность по Якутии есть. Это вторые стекла. Лобовое второе стекло, боковые вторые стекла. Так, наверное, только в Якутии делают. Ну, вообще на Дальнем Востоке. Ну, да. А вот по поводу того, чтобы закрыть картонку, это, наверное, еще со времен Советского Союза, да? На советском автопроме делали. Ну, тут, в общем говоря, ничего нового. Просто закрываем радиатор картонкой. Для того, чтобы потоки холодного воздуха меньше попадали, да, просто на этот, Да. на радиатор. Сопротивление большое воздуха, при этом выдувает нас. Мы-то думали, что у нас 3,5 двигатель, поэтому будет тепло. А оказывается, на улице еще холодно, поэтому чуть-чуть прикроем. Я думаю, будет отлично. Вообще, благо это мы заметили еще не по трассе, да? То есть выехали на автозимник, почувствовали, что в салоне похолодало, ну и решили быстренько утеплиться, на всякий случай. Отличненько. Все отличненько у нас. Главное, чтобы потоки воздуха уходили. А то, что там сверху чуть-чуть приоткрыто? Ну, немножко будет. Сюда вот сложнее вставлять. Ага. Главное, Ну давай. Основная масса закрыта. Попробуем, поедем. Все кустарно, но это все действует. Все работает. Все, погнали. Петя, а что говоришь, лобовое надо заклеить? Обязательно наклеить лобовое. Вообще считается, что лобовуха — это сохранение 50% тепла в автомобиле, потому что все-таки нет сопротивления, она очень сильно холодит. Поэтому в следующий раз, когда мы поедем по трассе, по городу там можно и без лобового обойтись, там, в принципе, не так сильно охлаждается. Ну, медленно ездишь, а здесь сотку идешь, а тебе чувствуется, как холод идет. Поэтому, ну и кроме того, что еще и защита от твоего родного лобового стекла, от камней там, от всякого. Все, что угодно может прилететь от колес автомобиля, от грузовика. Поэтому второе лобовое надо будет в следующий раз наклеить обязательно. Ну, вообще, это у нас одна из тестовых, вообще первая поездка, да, именно в зимний период, после того, как разморозили микроавтобус. И даже вот в марте месяце показало то, что лобовуха все-таки необходима, чтобы основной поток теплого воздуха направить на салон. А так мы собираемся ехать на Юмекон, и поэтому вот этот вот сейчас тестовый выезд нам сейчас покажет все недостатки, которые необходимо будет устранить перед поездочкой на фестиваль «Полюс холода». Это 73-й километр федеральной трассы, поворот налево на Курулур, и мы вот заезжаем на первую нашу локацию, это ресурсный резерват Турукхая. Пойдемте посмотрим. Сегодня очень ветрено, но в принципе тепло. Сюда можно приезжать, отдыхать.
Здесь вообще находится локация для того, чтобы сделать фотографию. Открываются прекрасные виды. Речка Лютинга. Ну и, естественно, вот непосредственно на самой скале мы решили покормить духов, соблюсти традиции. Ну, вот, разделили оладьи на 3 части. И по часовой стрелочке, как солнце крутится, в общем говоря, положили оладьи, попросили хорошей дороги нам, отнеслись с благодарностью. Ну и дальше идем фотографироваться, смотреть данную местность. Здесь очень скользко, поэтому нужно быть осторожно, держаться. Ну, пойдемте. Перед тем, как спускаться сюда, необходимо брать с собой хорошую обувь. Иначе можно вон туда упасть, наверное. Тропинка идет туда вниз еще, но я думаю, в круг пройду. Оп, оп, оп. И можно пройти, спуститься вниз и пройти кругом. Небольшая такая локация. Здесь остановились буквально на 15 минут, полюбовались видами, прошлись по кругу через скалу. Очень интересно, правда скользко. Ну а так здесь в целом имеются летние беседки, мангальная зона. Ну то есть, в принципе, летом можно сюда приезжать на кемпинг. Зимой, конечно, просто можно остановиться и так же, как и мы, просто полюбоваться видами. Ну а дорога на Куруур, в принципе, нормальная. То есть мы думали, что здесь будет очень узкая и непротоптанная дорога, а на самом деле вот здесь очень много народу, видимо, ездит, поэтому, в принципе, можно ехать на любом легковом автомобиле. На полпути остановились на священном месте, и здесь вот стоит сундучок, куда можно закинуть монетку и загадать желание. Ну и мы, естественно, вот как раз-таки нашелся 1 рубль. Немного, конечно, но просто в машине больше нету никакой монетки, поэтому закидываем рубль и загадываем свое заветное желание. Вообще очень интересно. У нас в республике очень много мест, где именно можно загадать желания. И вот мы как постоянно ездим по республике, и где только не загадывали уже эти желания. На самом деле это работает. Желания все сбываются. Нелегок путь у нас получился. Доехали до развилки Куруур, вернее. И дальше наша машина не может проехать, потому что, завалено снегом. Поэтому было принято решение пойти пешком. Но чтобы пойти пешком, у нас всегда с собой имеются сапоги. Вообще я сейчас в прощайках, прощай молодость, да, но она, на нее снег липнет. И поэтому я решил все-таки одеть такие дошираки с утеплителем. Оп. Утеплитель имеется в виду вот такой вот, кянчик. Ну и, в общем говоря, обуемся сейчас и пойдем топтать снег. Опа. О! Чувствую себя отлично, замечательно, готов к покорению снежной дороги, чтобы добраться до зимних водопадов и посмотреть, как оно выглядит вот именно в данный момент, в данное время года. Пойдемте? Ну что, идем пешком. Ребята остались в машине, так что я иду сам покорять данную дорогу. А ребята остались из-за того, что дети, наверное, не смогут пешком так далеко идти. Тут по карте, если посмотреть, где-то километра 3. Может быть, я ошибаюсь, еще доеду до дома, потом посмотрю, посчитаю по карте именно. Тут просто связи нет, поэтому пока идем, куда глаза глядят, в общем говоря. По дороге. В принципе, не потеряемся. Вообще, на самом деле, очень интересно и полезно даже прогуляться пешком по природе. Здесь мы находимся в лесу, поэтому ветра нет, в принципе, тепло и очень много следов животных. По всей видимости, зайцы в основном. Я, конечно, не специалист, но тут еще и парнокопытные, скорее всего, бегают в плане косули. Возможно, лось даже где-то здесь ходил. Но мы пока идем вперед. Настроение хорошее, тепло, комфортно. Так что шагаем.
А я иду, шагаю по Москве, могу пройти еще соленый тихий океан сквозь море и тайгу. Может быть, неправильно немножко пою, но, по крайней мере, я иду, наслаждаюсь видами, пою разные песенки. В общем, настроение огонь. Идем прямо в предвкушении увидеть Курулуш. Мы шагали в такие дали, что не очень-то и дойдешь. Мы годами в засаде ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Оп! Ну, в общем говоря, здесь очень хорошо устраивать прогулку. Пеший туристический маршрут просто бомба. Особенно если ты идешь именно в предвкушении увидеть новую локацию. Ну, вообще не то чтобы новую локацию, а локацию, известную на всю республику. Это на самом деле очень бодрит. Пойдемте дальше. Так, ну песенный репертуар наш заканчивается. Уже подходим, уже совсем близко. Тут указатели стоят. Ну, как обычно, вы уже совсем близко, да, тут написано? Или что тут? Последний крутой поворот. Вот, да, надпись «Последний крутой поворот», указатель Курулуш. Ну и пошли. Сейчас уже, наверное, виды будут открываться. Ну, прошли ровно 1 час. Это порядка 5 километров. Ну, может быть, я немножко ошибаюсь. Немного подустал. У меня даже вот забились ноги из-за того, что непривычно. Ну, давно так не ходил. Тем более здесь пересеченная местность. Но в целом там, когда идешь, в принципе, идешь и нормально. Это вот уже когда к месту уже подошли, вот, чувствуется усталость. Здесь очень много хозпостроек. Сейчас немножко посидим на какой-нибудь беседке, отдохнем. И уже потом пойдем непосредственно на сам Курулуш. Сейчас посидим, немножко отдохнем. Мы-то не взяли с собой ничего, перекусить туда-сюда. Но сейчас спешим, потому что нам еще большая туристическая программа предстоит. А так, посидеть здесь можно, немножко отдохнуть, выпрямить спину. Ну и потом пойти непосредственно на сам Курулуш. А так очень много здесь кафешек. Ну не кафешек, а беседок. Прямо очень много. Штук 20, по-моему, стоит тут. В летнее время здесь, оказывается, может посетить очень большое количество людей. На улице тепло. Я даже вспотел. Сейчас вот немножко передохну и пойдем. Да, тут и мангальная зона, и вон беседки, домики. Ну идем. Правда, идем по колено в снегу, проваливаясь. Ну ничего. Выход на водопад. Сейчас посмотрим, что там за водопад. Ну то есть здесь была сначала беседочная зона, потом, видимо, зона домиков. Или как? Сейчас посмотрим. Ага, домик. И еще куча беседок. Закрытых, видимо, беседок. Инфраструктуру, конечно, здесь наладили хорошо. Еще бы дорогу сделали. Ну вот, выходим непосредственно на саму локацию. Оп. Вообще, клево здесь, конечно, проводить время. Кругом скалы. Видны немножко остатки воды замерзшей, которая стекает со скал. Ну, естественно, расщелины. Прямо красивые водяные расщелины. То есть это неописуемая красота. Местами прям под скалами есть прозрачный лед, и можно посмотреть, что там происходит на дне, как это все замерзло. Изумительно.
погуляли, посмотрели эту местность. Замечательно все. Я вот прям подпитался энергией. Несмотря на то, что мы прошли 5 километров и есть небольшая усталость, именно здесь, находясь на священном месте Кюрюлюр, можно подпитаться духовно и вообще энергетически, ну, в плане того, что набраться сил и ехать дальше. Ну, у нас впереди еще Булус и Горнолыжка, поэтому мы спешим идти обратно в машину и ехать на следующие дестинации. Приехали, в общем говоря, на Булус, и сегодня как раз-таки выборы президента Российской Федерации, поэтому сегодня вход бесплатный. Ну, это мы так подумали, потому что в данный момент никого нет, скорее всего, люди ушли на голосование. Ну, а мы уже сделали свой выбор, и поэтому отдыхаем спокойно. Пойдемте посмотрим на сам Булус. Вообще Булус — это ледник, который был образован естественным путем, природными процессами. И обычно здесь очень красиво именно летом, но мы решили посетить вот именно в зимний период, чтобы просто посмотреть, как оно выглядит, уединиться с природой, ну и просто погулять, отдохнуть и, может быть, даже набрать немножко воды из чистого источника. Пойдемте. Идем по тропиночке метров 100 до спуска непосредственно на сам ледник. Ну а так здесь, в принципе, построена довольно-таки интересная инфраструктура. Есть беседочки, кафешечки. Ну, то есть больше, наверное, ориентировано все-таки на летний отдых. Люди сюда могут приехать, самостоятельно приготовить шашлычки, что-нибудь перекусить, отдохнуть. Ну и вообще здесь летом ставится еще палаточный городок. Ну, то есть люди прям с ночевкой сюда приезжают, отдыхают. Лестница частично расчищена, но довольно опасненько выглядит, скользко. Вон вода вытекает, прям видно, смотри, как текет. Пойдем глянем. Свеженький лед. Он только встает и хрустит. Вот он. Есть опасность провалиться. Шучу, он тут постоянно нарастает. Это просто верхняя корка. А вот так вот он бьет. Красиво. Не, нормально, у меня повыше. Вот он, красавчик. Вот так вот нарастает. Нарастает. И всю зиму вот так он нарастает. И летом здесь огромный слой льда получается. Большой. И он не тает. Ты приезжаешь, на нем стоишь. И где-то вот как речушечка проходит. Можно вниз спуститься, даже под лед зайти. Интересное место такое. Вроде бы вечная мерзлота, вроде бы холодно, 50 градусов, но при этом без проблем вот так вот оно всегда вытекает из-под горы. Интересное такое вот место. Достопримечательность Якутии недалеко от Якутска, в 100 километрах. Большой источник воды. Сейчас хотим попить, ну, набрать водички и попить. И вот у нас, если обратите внимание, прямо подо льдом. И заметьте, это главное не, получается, не те воды, которые оттаяли, а именно из-под льда бьет. Тут прямо, если прислушаться, слышно, что под землей идет, ну, источник. Сейчас вот немножко наберем водички. У меня с собой стаканчик имеется. Вот. Оп. Чистенькой водички. Вкус у него своеобразный. Не такой, как заказная, либо вода из-под крана. Отличается.
Добыли воду. Диск. Вода? Да. Я такая нюхаю. 40-градусная. Поцелуй Булуса называется. Ай, какая вода. Привкус-то какой невкусный, да? Отличается, да? Вот Вообще прямо это. отличается вода. Там очищенная породами, вообще каких только пород там, наверное, нет очистки. Какая она вообще чистая-чистая. Пейте чистую воду из Булуса. Будете здоровы. Грязного стакана. С походного стакана грязного. Не, реально вкусная. В советское время все с одного стакана пили. Ничего, все живые, здоровые. Это сейчас все сразу какая-то болячка стоит к губам. Она без разницы. Ну она явно отличается от речной. Она льдом как бы это. Мне Вкусом, кажется, да? речная как-то вкуснее, а это такая более очищенная, что ли. Нет, это вкуснее вода, чем речная. Конечно. У Ну, неё у прям- каждого вкусы разные, неё вода прям тоже какой-то разная. Я такой что-то речную не пил даже. Ну только Речная у кипяченую. тебя идет с этого, У неё с какой-то крана, как такой- говорится. Привкус, Я как ну будто прямо бы с реки. хвоей еще такое что-то. Твоей Такое далекое, да, мне так кажется. елочкой, да? Березкой отдаёт. Шишечки. Посидим, пока растет, он очень не тает. Видите, там будет цветы. Потом на Новый год мы там будем. Сейчас в Тюктюр поедем, там побольше горки. Посмотрели Булус зимний, очень интересно, прикольно. Народ здесь начинает подтягиваться. Мы добыли водички, попили из чистого источника. Ну и нас дальше ждет горнолыжный комплекс. Поедем кататься на сноубордах, на ватрушках, на ледянках и тому подобное. Погнали! По дороге на горнолыжку мы решили принять спонтанное решение и заехать в зоопарк. Вот едем в предвкушении посмотреть на животных. Надеюсь, они все-таки уже проснулись, да? То есть там, не знаю, медведи, волки, что-то есть такое? Ну, вот будем посмотреть. Приехали в зоопарк. Сейчас выйдем, посмотрим. Выгружаемся. Перчатка упала уже. Он сладкий, короче. Что, дети бесплатно, да? Руки вот сюда вот, по-моему, приятно. Ну вот дети у нас прошли бесплатно до 13 лет, а мы заплатили по 400 рублей входной. Идем смотреть зоопарк. Мама, почти не разглядеть, только шею. Это кто такие? О, зайчики. Ну, побежал. Увидели зайчиков, стерхов. Идем дальше. Что-то как лабиринт, тут проход какой-то. Интересно. Что там так много народу? Что у нас тут? Аделина, иди сюда. У нас тут рыси. Отсюда посмотри. Вот тут видно стучат. Смотри, как близко подошел. И пописал на вас. Седой, прикольный, да? Чуть-чуть. Серый волк. Какой симпатичный ты. Ой, ты. Привет, привет. Ты даже не злой, по-моему.
Да? Я не знаю, скажи, девушка. Приглядывается, да? Вот волк арктический. Что-то он как-то этот диковатый. Какая здоровая. Идите смотреть. А где дети-то? Один из интереснейших, наверное, экземпляров, да? Экспонатов. Или как правильно объяснить? Экземпляров экспонатов-то Немножко не то. неодушевленное. Ну, один из интереснейших объектов смотра. Существа. Как будто бы не дышит. Дышит, а вообще? Да нет, дышит, чуть-чуть двигается такой. А так прям. Чисто позу принял, да, и лежит. Побывали в террариуме. Сейчас обратно вышли на улицу, пойдем в круг, посмотрим больших животных. Ну как, медведицу-то мы уже посмотрели, а вот тут лось, например, вот еще есть, там еще дальше что-то. Ну, интересненько. Лось стоит нам задом. Эй, о, двигается, смотри. Прикольно. Привет! О, здоровается даже. О, привет. Привет, говорит. Ой, ты красавец такой. Такой симпатичный, даже охота погладить. Но не стоит этого делать. Он-то, может, и не против. Что-то кушать остался. Ну, пойдемте дальше. О, рычит. Тигр амурский. Ну привет, красавец. Привет. О, как бы надоели, скажи мне все. О, красавчик. Ой, какой у тебя голос. Красавчик. Как будто блин, из живота у него рык идет. Надоели тебе все? Ну да. У него рык прямо такой, да? Изнутри как-то. Ага. Рта не... Такого в лесу встретишь, наверное, страшно будет. Вот и все. Можно даже не бежать уже никуда. Отделаться и стоять там прям. Болтун, говорится. Что-то не нравится ему. Разговаривает. И язык еще вытаскивает. Ну или только поел, или что? Да? Красивый? Да, на Ботуме они есть. Море впечатлений. Наверное, летом здесь будет получше, да, Петь? Здесь будет в 2 раза больше животных. Если сейчас, как бы, они заморожены, видимо, переданы каким-то попечителям, что на исследование на период. Вот это здесь будет много животных. Каждая сетка будет заполнена какими-то животными. Ну да. А так, в принципе-то, ну интересно, да? Основные-то все есть. Ну там, медведь, волк. Единственное, бурый медведь в спячке. Птиц вообще нету, они все там заперты. Ну да, птиц нету. Все равно очень интересно.
Особенно этот тигр меня вообще просто поразил. Ну, вообще, они-то тоже, по идее, теплокровные, но они зимние. Не, это амурский, он же там где-то у нас на Дальнем Востоке. То есть, в общем, интересно. Не пожалеете, если приедете. Ну что, вот мы приехали на горновышку. Сейчас обустраиваемся, немного перекусим. Я вот примерил на себе одежду. Шлем обязательно нужен. Ботинки уже нацепил сразу же для сноуборда. Сейчас перекушу немного и поедем кататься. Так, ну, в общем говоря, мы находимся на горновышке. И, ну, понятное дело, что чтобы научиться кататься, вам лучше обратиться к инструктору. Но если вы уже умеете кататься на переднем канте, на заднем канте, умеете делать лепесточки, у вас стоит самая главная проблема – это подъем на бугеле. И чтобы вот научиться подниматься на бугеле, есть такой очень хороший лайфхак. Берем ремень. Ну, в нашем случае 2 ремня, чтобы немножко удлинить. Можно, в принципе, любую другую веревку взять, но мы берем 2 ремня, в общем говоря. Оп. И удлиняем, да? Угу. Оп. И оп. Делаем веревку. Так, мы сделали длинную веревку. Одеваем за ногу. Одна нога зафиксирована на креплении на сноуборде. Вторую ногу ставим. И вот... Создаем имитацию бугеля. Петь, тяни. То есть, для понимания, вот таким образом работает бугель. Обычно все берутся руками, начинают тянуть этот бугель вниз, падают. А принцип надо равновесие держать вот именно на ноге. То есть, как будто бы тебя тянут за ногу. И если, грубо говоря, усвоить именно вот этот вот урок, то на бугеле будет подниматься очень легко и просто. А сейчас мы попробуем просто это сделать на самом бугеле. Зашли на территорию, где вот именно подходит бугель, берем его спокойненько, ставим и поехали. В принципе, держать руками даже не надо. То есть, грубо говоря, он сам тянет. Руками просто небольшое равновесие поддерживаешь, чтобы не было никакой нагрузки на руки. И вот он по такому же принципу, как будто тебя привязали веревкой и тянут. Таким образом работает бугель. Ну все, встретимся наверху. Повечерело, последний подъем. Спустимся по небольшому серпантинчику и домой. Подъемчик медленный. Дорога
только накатывается. Нормально, можно поднимать. Вот так насыщенно прошел наш тур одного выходного дня. Как много, оказывается, можно повидать буквально за один день рядом с городом Якутском. Поразительно. Мы успели посетить священное место Туруп-Хая, Зимний Кюрюлюрь и Буус. Также очень интересно провели время в зоопарке и даже отточили свои навыки катания на сноуборде. И уже поздно вечером возвращаемся домой в родной Якутск, полный впечатлений и эмоций, и уже строим планы на следующие выходные.